Здравствуйте, меня зовут Ирина. Продолжаю делать мини-обзоры полезных сайтов для тех, кто хочет говорить и писать по-словенски правильно. Сегодня в фокусе новый сайт «Говорный помощник». Был запущен медиахолдингом РТВ Словения в 2020 году. Мы сейчас на главной странице этого сайта. Что он нам предлагает? Видите, с правой стороны здесь список географических названий в основном и некоторых имен иностранного происхождения. Потом идут фильтры. В основном здесь языки происхождения этих имен и географических названий. А также мы обнаружили 4 тематические рубрики: география, культура, политика и спорт. Ну, давайте для начала все-таки обратимся к языкам. Их здесь больше всего, а именно к славянскому языку. Чем нам может этот сайт помочь с точки зрения произношения славянских слов? Ну вот, смотрите, прям сразу у нас всем известное слово. Агенция. Да, и указывается, что действительно возможно 2 варианта ударения, да, но предпочтительнее все-таки на 3-м слоге. Дальше вот такое слово меня несколько удивило. Арбитр. Если бы я не проверила, наверняка бы по-иному произнесла. А дальше следующее довольно частотное слово. Болнишки. Болнишница. И тут же сразу ясное указание, что произношение з «л» на больнишке было бы категорически неправильно. То есть, как видим, рубрика «Словенщина», да, славянский язык, содержит не только экзотические имена и названия, но и вполне общеупотребительные слова, которые мы часто используем с каким-то окончательным предпочтительным вариантом. То есть не нужно уже думать, как лучше, как возможно, дается один вариант. Достаточно интересно оказалась рубрика «Русщина», да, русский язык. Особенно для нас, русскоговорящих, я нашла здесь много интересной информации. Вот женские фамилии, например, Вербицкая, да, Вербицкая по-русски, а по-словенски Александра Вербицка. И здесь же указание, что русские женские прилагательные, то есть фамилии, созданные как прилагательные, должны быть подвергнуты сокращению. Именно Вербицка, и существует даже норма в орфографическом словаре, которая это предписывает. Следующий пример нашей политики. Борис Немцов. И специальное указание касательно имени Борис, которое в славянском языке будет именно Борис, а никак не Борис. Далее пример наш сочинский горнолыжный курорт. Краснополяна. Именно красно и не красная по уже цитированному правилу. Последний пример. Леонид Брежнев. С Брежневом. То есть здесь выбран вариант с Брежневом, варианты с Брежневым, с Хрущевым отвергаются как неправильные. И тоже касается фамилий Лавров, Иванов и Тургенев. То есть, как видите, для нас, для русскоговорящих, мне кажется, эта рубрика одна из самых полезных, информативных, поскольку здесь именно наши реалии, наши люди, мы должны их уметь правильно произносить по-словенски. Но, я думаю, с языками понятно. Сейчас давайте обратимся к тематическим рубрикам. Вот география, да. Здесь мне понравился вот такой пример. Вот слово одинаково записано. Здесь я бы даже подумала, что это одно и то же слово, но речь идет в одном случае о городе во Франции. Абвиль. В другом случае о городе в Америке. Эбвиль. И при абсолютно идентичной записи, при абсолютно идентичном графическом варианте произношение оборачивается совершенно по-другому. То есть хорошо, что есть такой сайт, куда можно зайти и проверить, как же правильно. Следующая рубрика «Культура». Ну, здесь уже встречаем
известные имена. Alfred Nobel, Соответственно, Нобелова награда. Известный славянский поэт, который часто, да, упоминается. Alois Gradnik, В том числе от словенцев я слышала разные варианты произношения. Здесь предполагается, здесь рекомендуется один конкретный вариант. Французские названия. Art Nouveau, Да, то есть, как видите, в этом сайте, поскольку он предназначен для журналистов, для дикторов, для ведущих, собраны такие актуальные мероприятия, имена, географические названия, которые часто появляются в масс-медиа и которые нужно уметь правильно произнести. При этом диктору не всегда даже важно знать почему, ему важно знать как, ему нужен один правильный вариант, чтобы правильно это произнести в эфире. Следующая рубрика у нас политика. Мне тоже понравилась. Здесь много турецких фамилий. И, как видите, записано одно, да, Умлауда Гюль, да, фамилия турецкого политика произносится по-другому. Abdullah Gül, То же самое в этом случае. Умлаут и как-то еще дальше. Abdullah Öcalan, Ну, а самый экзотический пример политика из Таиланда. Посмотрите, как записана его фамилия. Постарайтесь это прочитать и сравните с правильным каноническим вариантом. Apisit Vejčačiva, Вот так вот и никак иначе. Ну и последняя рубрика – это у нас спорт. Нельзя ее обойти вниманием. Спорт в Словении очень популярная тема. Здесь очень длинный список лиц, в том числе алжирские футболисты. Abdelkader Ghezzal, Abdelkadra Ghezzala, Abdelkadrov, Ну вот нельзя жить прям вот не зная, как это слово нужно изменять. А дальше у нас есть. Очень приятно здесь видеть, кстати, много русских фамилий. Alexei Savrasenko, Или Alexei Zhukanenko, это оба баскетболиста. И последний французский, это опять-таки баскетболист. Alexis Agensa, Alexia Agensaya. В общем, я думаю, такого быстрого обзора вполне достаточно, чтобы составить представление о том, чем вам может быть этот сайт полезен. Я в первую очередь порекомендую его всем тем, кто профессионально занимается славянским языком, в частности, переводами, особенно устными переводами, поскольку здесь собраны такие актуальные, да, имена, названия географические и какие-то мероприятия, то всегда полезно знать. И при этом вы всегда сможете сослаться на этот сайт, раз вот именно такое произношение рекомендуется диктором национального телевидения в Словении, то и вы, соответственно, можете так это произнести. Ну, я надеюсь, видео было вам полезным. Если это так, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, подпишитесь на мой канал. В этом случае я смогу сделать больше полезных видео. И не забудьте найти мою страничку. Она недавно появилась в русскоязычном Фейсбуке. Называется она «Словенский без акцента». На этой страничке я также планирую публиковать авторские материалы, наработанные в течение нескольких лет, да, несколько десятков лет преподавания славянского языка. Спасибо и до встречи в эфире.